Всем привет подписчикам моего канала, просто зрителям. Меня зовут Арман. И сегодня я хочу поговорить о вот таком датчике. Это датчик температуры охлаждающей жидкости, антифриза или тосола. Вот так он выглядит. Почему решил я снять это видео? Значит, на BMW E60, в кузове E60 525 2006 года выпуска, постоянно закипал двигатель. Это автомобиль. У меня тоже E60, но это датчик от автомобиля моего друга. Постоянно закипал тосол. Нагревался мотор. Долго искали. И в конце оказалось, что проблема вот от этого датчика. Также его вкратце называют ДТОЖ. Датчик температуры охлаждающей жидкости. Находился он, знаете, где радиатор автомобиля. Вот после радиатора, если лицом стать к автомобилю, с левой части внизу, на патрубке. Вот так он стоял сверху, и уже сюда был подключен разъем кабелей. Здесь вот в этой части находился сальник. Но когда это уже старый нерабочий датчик, новый мы поставили, вот здесь находился сальник. Просто когда снимали, сальник порвался и выбросили. И хочу сказать, что вот такой датчик устанавливается на многих моделях BMW. Это и E46, и E90, и E39, и E38, и E60, и X3, и X5, и X6, и Z4. На всех моделях почти устанавливается вот такой датчик. Насколько я знаю, насколько мы узнали, когда покупали новый, с 1998 по 2013 год на все BMW ставили вот такой датчик. Сейчас хочу поговорить о проблемах, какие проблемы появляются, когда не работает этот датчик. И хочу еще сказать, если диагностика показала, что данный датчик не работает, или вы узнали, что все проблемы у вашего автомобиля по поводу двигателя, закипания двигателя, связанный с этим датчиком, его меняйте незамедлительно, не нужно тянуть время. Поломка этого датчика может привести к поломке всего двигателя. Итак, еще хочу сказать два слова о том, что может быть, если неисправен вот этот датчик. Первое. Увеличение расхода топлива. Второе, что может быть. Повышается выброс углекислого газа в окружающую среду, но с глушителя в окружающую среду выбрасывается больше углекислого газа.
Может вообще двигатель, электроника отказать и двигатель в единичных случаях, но может вообще двигатель не работать. Что еще? Плохая управляемость автомобиля. Ненормально может автомобиль набирать обороты. Рывок может быть плохим. Может быть даже перебои в работе двигателя и так далее. И что связано с тосолом, с антифризом? Может тосол или нагреваться очень поздно, или совсем наоборот. Может перегреваться. Все проблемы вот от этого датчика. И давайте логически подумаем, что он делает. Например, у нас тосол нагрелся до 110 градусов по Цельсию. Что делает этот датчик? Он дает сигнал, импульс и включается вентилятор. Или открывается термостат, чтобы охладить тосол в двигателе. Обычная процедура. Если данный датчик неисправен, он сигнал не дает, вентилятор охлаждения радиатора не включается, термостат остается закрытым, двигатель закипает. Обычное явление. Если у нас, например, тосол холодный, 50 градусов, и этот датчик не сигнализирует, что тосол холодный, а сигнализирует, что тосол горячий, что у нас происходит? Термостат не закрывается, может включиться вентилятор, и, естественно, тосол нагреется очень поздно. Будет работать вентилятор охлаждения радиатора, и термостат будет открытым, а не закрытым, чтобы тосол нагрелся. Все импульсы, все о градусе по Цельсию, какого градуса у нас тосол, все это передает вот этот датчик. Так что, если он неисправен, рекомендую его менять и не затягивать. Может это, если вы не замените этот датчик, может это привести к выходу из строя и двигателя, и впоследствии может коробка передач даже испортится, потому что если вы едете, двигатель заглохнет, испортится сразу что-то, резкое торможение, может и коробка передач тоже выйти из строя, если несколько раз данная процедура повторится. Ну, на этом все. Я с вами прощаюсь. С вами был Арман. Канал Автовево. Всем пока. До новых встреч.